Руководители Дигбанка задержаны по подозрению в хищении денег. По предварительным данным, двое управленцев присвоили более 850 миллионов рублей. В настоящее время председатель правления Дигбанка Резо Гуджараидзе и председатель совета директоров банка Сергей Цалагов задержаны. Напомним, 23 июня Банк России отозвал лицензию у Дигбанка и назначил временную администрацию. Страховая компания выбрала посредником только один государственный банк – Россельхозбанк. Все свои средства люди получат до января 2015 года. Как говорят работники банка, при необходимости сроки будут продлены. Вкладчики заранее записываются в очередь, чтобы получить свои деньги. Всего у разоренного Дигбанка около 6 тысяч клиентов, а общая сумма выплат может составить более 2,5 миллиардов рублей. Большинство вкладчиков Дигбанка уже готовы стать клиентами Россельхозбанка и намерены оставить свои средства. В России появится социальная сеть для депутатов всех уровней «Парламентский портал». Предполагается, что в ней избранники народа будут обсуждать свои инициативы в режиме реального времени с коллегами из других регионов России. Завести аккаунты смогут также политологи, юристы и экономисты, и сделать это они смогут по приглашению депутатов. Сейчас система дорабатывается, и модераторы ресурса готовятся к массовой рассылке депутатам информации о запуске парламентской соцсети. Чтобы защитить депутатов от фейковых аккаунтов, на сайте предусмотрены серьезные меры защиты. У нас сейчас будет создано для депутатов Государственной Думы и всех остальных уровней власти. Это, еще раз говорю, не является новшеством, но будет ли она нести какую-то пользу или нет, здесь я отвечу таким образом, что как рабочий инструмент, как рабочую площадку я ее считаю продуктивной, потому что это экономит уйму времени, это дает нам возможность избежать бюрократии, вот эти многоступенчатые уровни согласования документов и так далее. Облегчает работу, экономит время, бумагу и так далее, но только как рабочую площадку. Самым как таковым сторонником принципа самих социальных сетей как средств общения я, например, большим сторонником не являюсь. Я сторонник жизни офлайн, а не онлайн, чтобы общение оставалось непосредственным, не компьютеризированным. То есть отношусь к этому именно таким образом. В концертном зале Северо-Российского госуниверситета наградили лучших выпускников вуза. Поздравить их с окончанием пришли первые лица правительства Северной Осетии и администрации Владикавказа. Молодым людям пожелали как можно скорее найти работу по специальности. Торжественная часть награждения чередовалась зажигательными номерами. Студенты и выпускники исполнили вокальные и танцевальные композиции, а также вспомнили, какие трудности им приходилось преодолевать каждый день. Мне университет очень жалко оставлять, прям вот уходить не хочется. Я грустить, скажу честно, начал еще за пару месяцев до вручения красного диплома, а вот сейчас вот моя грусть просто достигла апогея. Во Владикавказе состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса. Строительство новой зоны отдыха стартовало в начале текущего года. Тогда было решено обустроить одну из площадок Левобережья в районе Китайской площади. Сегодня горожан поздравили представители власти. Территориально зона разделена на две части. На одной расположена водная, вокруг которой находится ограждение. Пока что купание в водоеме запрещено, зато вторая часть зоны отдыха оснащена 3 бассейнами. Как отметили в мэрии, новая парковая зона полностью благоустроена. Проложены асфальтовые дорожки, установлена парковка, скамейки и урны для мусора. В целом на строительство объекта затратили 22 миллиона рублей. В перспективе открытие футбольной и волейбольной площадок. Вода циркулирует с бассейна через очистные сооружения и обратно попадает туда же, в бассейн. Раз в 2 недели должно происходить очистка самих фильтров, которые сбрасывается 70 кубометров воды и очищается фильтр, и запускается еще обратно вот этот процесс очистки.